Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодняшняя наша лекция – это продолжение той лекции, которая была о видах магии, сихр, да, черной магии и непосредственно процедуры снятия колдовства. Мы остановились именно на изучении, да, то есть истории Иблиса, шайтана, да, вот, его подходов, обмана, как он обманывает, как он приходит к человеку. Но перед тем, как продолжать, и мы уже затронем большую тему, это мир джиннов вообще, да? Потому что сам Иблис, он является одним из джиннов, из рода джиннов, да? Созданный из огня. Поэтому мы сегодня будем рассматривать, закончим разговор о шайтане, и будем рассматривать вопрос вообще существования параллельного мира, так называемых существ, да? Созданных из огня, которых называют джинны. Но до этого буквально кратко я хочу сказать то, что такую ремарку сделать, да? То, что сегодня в мире происходит, это будет проходить до судного дня, да? И в основном мы живем, как я еще хочу раз напомнить, живем в конце истории человечества, то есть в аляматуль кубра называется, больших признаках часа, о которых говорил наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, о больших признаках часа, в которых мы уже живем. Все полностью большие признаки, они сбылись уже, сбываются один за другим, да? И одно из них, это один из признаков, это появление как большой фитны, это появление даджала, ля'на Аллахи алейхи, то есть антихриста, о котором упомянуто и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, в Евангелии, а также упомянуто в Сунне, то есть в хадисах. И почему я это говорю? Вы знаете, сегодня у нас по числу идет, называется, ночь переноса, да? Лейлятуль Исра. Есть сура, посвященная в Коране, именно перенос ночью, да, который называется суратуль Исра, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, Субханаллази асра би'абдихи лейлям миналь масджидил харами илял масджидил акса аллази баракнаху хавляху, да? То есть хвала тому, кто перенес ночью своего раба из мечети неприкосновенной, да? То есть из мечети харама в отдаленную. То есть мечеть это называется Масджидуль Акса, да? Удаленная мечеть, которая находится сегодня в Кудсе. Второе название Иерусалим, оккупировано, да, Иерусалим, вокруг которой мы благословили. Почему важно вам напомнить об этом? Потому что это все связано с предстоящими глобальными событиями, связанными с большой фитной перед появлением Даджала, ля'ан Аллахи алейхи. Потому что все основные события человечества будут приводить нас к... Это и современные события, и будущие события, они будут связаны с Масджидуль Акса, то есть с Кудсом, то есть с Иерусалимом и удаленной мечетью. Сам перенос Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в теле и в духе из ближайшей Масджид аль-Харам, запретной мечети, в отдаленную мечеть, Масджид аль-Акса, он является знаменательным для всей истории человечества. Это утверждение его не только в пророчестве, а показ, что он есть хатимуль анбия, да? То есть печать пророчества во всех пророчествах. Потому что там он был имамом для всех пророков и посланников. То есть в этом именно заключается в том, что Аль-Кудс, Иерусалим, именно удаленная мечеть, да, она имеет не только наземное существование, но еще есть небесная мечеть, в которой была проведена молитва во главе с нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. И там с этим связано именно то, что мусульмане, иншаллах, являются уверовавшие, верующие, являются наследниками этой земли, да? И здесь очень важно знать
сам статус Кудса, Иерусалима и Масджид аль-Акса. К сожалению, многие думают, только у нас две святыни, только Мекка и Медина, все. На самом деле, третья святыня, о которой мы забыли, и которая находится в тяжелом положении, да? Завоевана земля. Вот. И вот все события, которые сейчас происходят в мире, они связаны именно с так называемым большим заговором элит, над которыми стоит большое существо, злое, которого называют шайтан, иблис. Потому что именно войска иблиса, и они все из людей и из джиннов, шайтаны, они сегодня делают то, что делают, приближая тем самым свой час. Да? То есть и это все будет связано с Масджид аль-Акса, потому что там развернутся основные события на Ближнем Востоке. Потому что об этом сказано не только в хадисах, но и даже в Ветхом Завете, и даже в Евангелии сказано, да, о появлении зверя, имя ему, число его 666. Если перевернуть наоборот, то получается кафир слово. Посмотрите, 666, кафара слово получается, да? То есть это там, что сегодня вы видите, сегодня по телевизору происходящие события, и когда большая фитна, мы не знаем, где ложь и где истина, потому что идет информационная война. И в этой информационной войне простой обыватель, простой верующий мусульманин, он просто слеп, да? Потому что даже специалисты не могут, да, точно определить, где правда, где ложь, кто прав, кто виноват в целом. Да? Но именно мы сегодня видим, что сегодня формируется, я бы сказал, новый мировой порядок в начале, да, и создание так называемой империи лжи, да, в целом. То есть поэтому будьте начеку и изучайте хадисы. Изучайте хадисы. Знайте, что все, что делается, делается руками человека. Но тех людей, которые на стороне зла, на стороне иблиса. И ихний руководитель, он продолжает действовать. Он большой иллюзионист. Это большое существо, которое сегодня он влияет на умы многих людей. Созданные псевдо-античеловеческие идеологии, созданные различные лжеценности, да? Однополые браки, однополые всякие отношения, теории эгоизма, да? Сегодня все это идет, можно этим всем править вот это вот злобное существо, да? Имя которому Иблис, шайтан. Я специально оставлю книгу, потом мы поэтому пройдем. Это должен знать каждый верующий мусульманин. Потому что есть, несмотря на то, что некоторые говорят, это теория заговора, некоторые, что это теория заговора и так далее, но есть, поверьте, определенный заговор определенных элит, определенных групп. Есть определенная политика. Есть, это все выражается в таких в светских терминах, но все сводится к очень простой вещи. Да? Вот. То есть распространение фитны, распространение зла, где отношения основаны на интересах, на деньгах и так далее. Да? Вот. То есть новая система, которая призвана поработить полностью человека не только материально, но и ментально. Вот. И обращаясь обратно, некоторые спрашивают вообще, шайтаны и иблис, глава, да, можно сказать, он какой вид имеет вообще, на что похож? Мы не можем точно утверждать, но мы, ссылаясь на Коран сам, многие толкователи говорят о том, что их вид и его страшен, да? Нелицеприятен, да? Отталкивающий. Почему? Потому что на это есть конкретная сура, где сурату Саффат, допустим, где в 63-65 аятах Аллах Субхану ва Тааля говорит о виде, внешности, да? Мы можем судить по внешности, какой внешний вид у Иблиса. И также его войско, то есть тех джиннов, которые
являются шайтанами, да? Иннага, Аллах Субхану ва Тааля говорит, иннага шаджаратун тахруджу мин аслил джахим, таль'уха кааннаху руусу шаятин, да? То есть плоды его, вы знаете, в аду будет дерево заккум называется, да? Заккум, и его будут есть грешники. И плоды его, заккум, как головы шайтанов. То есть означает, если в арабском языке смотреть, это сравнение дается головы шайтанов, это уже, так как оно в аду находится у дерева, поэтому в аду, что находится в аду, это страшное все. Как головы шайтанов, то есть означает страшные, адские головы, да? И здесь вот важно заметить, что когда мы описываем и говорим про мир джиннов, то не значит, что все джинны шайтаны, нет. Среди джиннов есть верующие мусульмане. И про них Аллах Субхану ва Тааля тоже говорит, что они будут вознаграждены раем. И есть из них шайтаны, да? Те, кто не уверовал, или мушрики, кафиры, да? Неверующие, поклоняющиеся шайтану сами, да? Иблису. Я просто приведу пример. Раньше я занимался чуть-чуть практикой, читал, да, рукью. Ну, давно это было, и было не много очень примеров, но один из примеров, когда, допустим, одну девушку мы читали, рукью, и она была одержимой. То есть в нее зашел шайтан из числа джиннов. И когда мы долго читали, он, значит, долго, ну, как бы сопротивлялся, все. И знаете, вот когда одержимость, человек начинает говорить голосом джинна, да? В это время человек сам, он находится в бессознательном состоянии, то есть он не контролирует себя, он находится в забытии, как бы, да, но говорит при этом, да, и даже какие-то действия делает. И вот когда голосом мужским девушка начинает говорить, и мы, значит, начали спрашивать, да, чтобы вывести его, да, кто ты по религии, да. Он называет имя, допустим, да. Этот виды джиннов делятся, я потом расскажу, есть разные, кто живет на чердаках и так далее. Мы их называем некоторые в народе албарсты, когда давит человек ночью, да. Некоторые есть, которые живут, допустим, в скалах, на деревьях, кронах деревьев, их называют гуль, допустим, да, на арабском, в степях живут, да. Но есть из них также, которые имеют большую силу, их называют ифрит, да. Об этом тоже есть упоминание в Коране, где Сулейман, алейхиссалям, ему говорит один из джиннов, говорит, как ты только закроешь и откроешь глаза, как ты только встанешь, не успеешь встать и сесть, то он принесет трон царицы Савской, царевны Балкис, да? Вот. То есть настолько сила, да, есть. И, в общем, когда начинаешь спрашивать и так далее, этот ифрит называет, например, говорит то, что его хозяин говорит. Я говорю, принимай ислам, тебе Аллах Та'ала даст спасение. Иначе, если придет к тебе смерть, потому что джинны тоже у них есть смерть, но они живут некоторые дольше, чем мы, до 800 и так далее, да, лет. Он говорит, я боюсь, говорит, потому что меня накажет мой хозяин. Я говорю, кто твой хозяин? Он говорит, тот, который не поклонился. Я говорю, этот твой хозяин, он сам, говорит, созданный. Он говорит, я боюсь его, да, таким голосом, да. Вот он говорит, уже вот недалеко его, говорит, стража пришла, говорит. Если я приму ислам, они меня будут мучить, говорит, меня бить будут, мучить. И вот начинаешь, когда читать, начинает кричать, да, сильно кричать и богохульствовать даже, да. То есть начинаешь тогда применять определенные суры, определенные аяты, да, которые начинают сжечь его, сжечь. Вот. Но потом даже здесь вот в книгах у меня указано, как это делать все. Вот. И в конце концов, в общем, очень трудно было. Один из джиннов, он принял ислам, но мы научили его аят аль-Курси после того, как он примет ислам. Потому что если он не принимает ислам и начинает повторять, заставляешь повторять, он сгорает тогда. Да? Некоторые не выдерживают. Да? Вот. И вот этот ифрит, аузу билляхи, он
хитрит, он начинает вопросы задавать. Вопросы задавать и видит то, что происходит в других комнатах. И вот он вопрос такой задает. 50 тысяч лет назад, когда, говорит, все поклонились, кроме нашего хозяина. Наш хозяин, он является же, то, что он не поклонился, это является кадар, када, или это его выбор? Вот так, такие, да? То есть он настолько они хитрые. Ифриты, они очень хитрые. И они знают. Потому что когда читаешь Коран, он говорит, а я знаю, что про это, а это знаю, а это знаю. А потом говорит, я больше знаю, чем вы все вместе взятые. Мне 800 лет. Я больше знаю, говорит, чем вы все. У меня ильма больше, знаний больше. Но у него куфр, неверие. Потому что его хозяин сатана, иблис. Это живые примеры, на которых мы много раз сталкивались, да? На примерах вот конкретного чтения на людях, да? Вот. И начнем с того. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, в суратуль Ад-Дарият, говорит: «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». И я создал людей и джиннов только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть, согласно Корану, джинны созданы, как и люди, только с целью для того, чтобы пройти испытание в поклонении. То есть у них есть, значит, что? Свобода выбора. То есть у них есть, как у человека, свобода выбора, есть разум. Есть вере, они могут уверовать и могут стать кафирами, не уверовать. Да? Аллах Субхану ва Тааля создал нас из глины, то есть всей таблицы Менделеева. Ангелов создал из чистого света, нур. Они не имеют свободы выбора. То есть на этой земле вместе с нами, параллельно, живут представители другого мира. Да? То есть те, которые видят нас, но мы их не видим. Они созданы из пламени огня. То есть они газообразны, поэтому мы их не видим. Да? И в Коране на это говорит, суратуль Хаджр, Аллах Субхану ва Тааля говорит, бисмиллахир рахманир рахим, «Валь джанна халакнаху мин каблю мин нарис самум». И джиннов мы создали до этого, да, из чистого языков пламени. Чистых языков, вот, как это называется, из языка пламени, да, вот. То есть это означает также, что здесь аяты указывают на то, что до заселения человеком этой земле, на этой земле жили джинны. И на этой земле в древности была заселена эта земля джиннами, то есть существами, другими, да, существами. Также, например, в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я ма'шар аль-джинни валь-инси ин истата'тум ан танфуду мин ахтари самавати валь-арди фанфуду ля танфудуна илля бисултан». Да? То есть, о люди, джинны и люди, кто из вас сможет, пусть пройдет эти небеса, да? Эти страты, да? Стратосферу, атмосферу и так далее, атмосферу, стратосферу и так далее. Попробуйте, пройдите, и вы не пройдете только как с данной силой, да? То есть сознанием, силой, да? На то будет, если разрешение Аллаха Субхану ва Тааля, да? Вот. В Коране очень много, вплоть до того, что есть целая сура, посвященная джиннам, да? Суратуль Джин, которая была посвящена именно джиннам, и где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль ухия илейя аннаху стама'a нафарам миналь джинни, факалу инна сами'на Кур'анан аджаба». Скажи, да, мне дано знать, как бы вахи, да, что джинны слушали, да, слушали джинны, пришли джинны, да, и они сказали: поистине мы слышали дивный Куран, да, удивительный Куран.
Потому что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является пророком и посланником не только для людей, но и для джиннов тоже. То есть джинны поэтому принимали ислам. Джинны принимали ислам, и они также, у них есть обязанность распространять ислам также для других джиннов. То есть среди джиннов есть мусульмане. В Коране Аллах Субхану ва Тааля, допустим, говорит в суре Джин также, да? وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِالرِّجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, да? И то, что люди прибегали, мужчины из числа людей прибегали, да, к помощи к людям, к мужчинам из числа джиннов, да, и они прибавили им безумие. То есть контакт. Поэтому в исламе запрещается и осуждается контакт, любой контакт с миром джиннов. Я имею в виду, когда вызывают, да, то есть это посредством сихра, посредством черной магии, о которой мы с вами расскажем. Итак, в самом начале, само слово джин, да, оно, как правило, у многих ассоциируется со сказками. Да? Это лампа Аладдина, сказочные существа и так далее, которые выполняют желания. На самом деле это, конечно, является всего лишь стереотипами. Например, если мы говорим об исламе, то в исламе понятие джин, да, оно, как я уже говорил, означает существа, разумные существа параллельного мира, которых мы не видим, но они нас видят. Но они созданы из огня, пламени огня. То есть они имеют также, помимо свободы выбора, они имеют все признаки, как у человека, чувств, да? То есть они влюбляются. Бывает так, джин, мужчина влюбляется в женщину, девушку, человека. Когда обычно читаешь на девушку, допустим, которая подвержена, да, в которой зашел джин, как правило, во многих сидит мужчина-джин, который говорит: я ее люблю, я не покину это тело, я ее люблю. Когда начинаешь выгонять, он начинает кричать, орать, кричать, что пусть она сдохнет, она никогда не родит. Да? То есть у многих, кто девушки аким называется, бесплодие у кого, да? Когда внутри джин, в основном он не дает возможность родить и не дает возможность ей встретить вторую половину мужчину, чтобы выйти замуж. Да? Вот. То есть они влюбляются, они завидуют. Они очень завистливые. Есть среди джиннов, шайтанов, которые завистливые. Есть разные виды, да, о которых мы поговорим. То есть я так скажу, что в истории самого человечества, да, например, в разных, даже не религиозных, в светских обществах, иногда такие проявления, да, джиннов, да, в жизни называют иногда полтергейстом. Это остается в сказках или в рассказах. Или, допустим, домовыми. В фольклоре многих народов, в том числе европейских, у русских, у разных народов, есть обязательно присутствие духов. Духов этих называли обычно домовыми, албарсты, допустим, полтергейстом, да, допустим, и так далее. Но я хочу сказать, что в Коране, как я уже сказал, говорится, что джинны несут ответственность за свои деяния, да, и кто из них не верит, Аллах Субхану ва Тааля, им также приготовлено наказание джаханнама, да, ада. А кто верует, поверил, стал верующим, уверовал, тот будет спасен и будет введен в рай, да. Вот. На это есть достоверные и хадисы, и аяты Корана. Я хочу, например, сказать, наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, допустим, о джиннах, да? Ан Аби Дарда, каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, халяка Аллаху та'аля джин
джинна саляса аснаф, да? То есть Аллах Субхану ва Тааля создал джиннов тремя расами, да, или категориями, расами будем называть, да, сынф, виды, да, вот. Сынф аль-хаят, валь-акариб, валь-хашаш, хашаш аль-ард, васынфу рих фил-хава, васынфу алейхиму аль-хисаб валь-икаб, вахаляк Аллах Та'аля инсу салясатуль аснаф, сынфуль кальбахаим, да. То есть наш пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах Субхану ва Тааля создал 3 вида или 3 расы джиннов. Первый вид подобен ветру. Второй вид подобен змеям, скорпионам или и другим ползающим животным различным, да, насекомым. И третий подобен людям. И они несут ответственность как человек перед Аллахом Субхану ва Тааля. То есть могут войти или в рай, или войти в ад. Вот. А также Аллах Субхану ва Тааля создал людей, нас 3 расами. Возможно, имеется в виду монголоиды, европеиды, негроиды, допустим, да? Вот. Негроидная раса, возможно. Но здесь я бы сказал, что в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит о том, что Он сотворил, как я уже сказал, человека из густой, сухой, звонкой глины, как гончарной, и создал джиннов из чистого пламени огня, да? То есть джинны созданы задолго до появления человека, да? И когда мы видим в сцене в самой, да, Сурат Аль-Бакара, сцена именно, когда Аллах Субхану ва Тааля приказывает ангелам, как испытание, поклониться Адаму, алейхиссалям, да? И Иблис, он что говорит? Я лучше него, ты создал его из глины, а меня из огня. Да? То есть огонь, стремящийся, да, допустим. И поэтому джинны, они раньше обитали на этой земле. Возможно, мы говорим о том, что какие-то следы говорят, каких-то цивилизаций, да, раньше, в древних цивилизациях, они оставили именно джинны. Потому что огромные какие-то скалы, допустим, или огромные какие-то постройки, камни там и так далее. Возможно. Вот. Но на земле обитали джинны до заселения людьми. Вот. Согласно исламской теологии в целом, джинны, они имеют возможность принимать различную форму, да? Форму различную. То есть менять форму и применять форму и становиться похожими, да? Как насекомые, как животные, как птицы. И также иногда, да, как помните, я говорил, во времена сна, когда мы спим, иногда на нас набрасывается вот один из видов джинна, да? Джиннов, шайтанов, которые начинают душить, да? То есть то, что мы называем албарсты, допустим, да? Вот. То есть у них различные виды, потому что во сне многим, когда набрасываются албарсты, он не приходит в своем виде, он обычно приходит в виде каких-то существ, допустим, черной собаки или змеи, или какого-то вашего там заклятого врага, допустим, да, или женщины, допустим, которая душит вас, да, и так далее. То есть он приобретает именно вид, форму различную. Вот. То есть вот в книге описывается «Ля шакка анналь джинны джиннун яташаккалюна фи сур инс валь багаим фаятасавваруна фи сур хая валь акариб ва фи сур ибл валь бакар валь ганам валь хейл валь багал валь хамир ва иля ахр». Да? То есть нет сомнения, что джинны, они могут перевоплощаться в виды, да? То есть принимать вид змей, различных насекомых и даже
домашних животных, в том числе и собак и так далее, да, и также принимать форму человека. На это указывается Киссатуль Ибрахим алейхиссалям, то есть рассказ об Аврааме, когда он хотел принести в жертву своего сына Исмаиля, да, и в это время появился в виде человека шайтан, который начал его отговаривать, и поэтому он кидал в него камни. И во время хаджа мы тоже джамр делаем, да, кидаем камни. То есть это символически, поэтому название ему раджим. Аузу билляхи минаш шайтонир раджим. Раджим делаем, да, кидаем камнями. И то же самое история وَفِي سُوَرْ بَنِي آدَمْ كَمَا أَتَى الشَّيْطَانَ قُرَيْشًا, да, في سورة السراقة ибн Малик ибн Джашам лямма араду хуруджу иля бадр. И даже в виде человека, на примере нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, когда перед тем, как они выходили, мусульмане, на Бадр, да, сражение, то появился шайтан в виде человека из племени Курайш, да, по имени Сарака ибн Малик, ибн Джашам, да, и про это есть аяты Курана, да, аят Курана, суратуль Анфаль. И также как шайтан перевоплотился и пришел в виде шейха из Наджда, да, из Наджда, это область сегодняшней современной Саудовской Аравии, когда курайшиты, все арабы, язычники обсуждали, что сделать с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, его выгнать, да, вот, или арестовать его, ну, в плен взять, или убить, да, то между ними появился в доме, называется Бидару Надуа, да, они собрались, арабы, Бидару Надуа, дом Надуа, для того, чтобы совещаться. И в это время появился шайтан в виде шейха из Наджда и им предложил, сказал, лучше всего убейте пророк саллаллаху, чтобы не было фитны между арабов. То есть дал совет им. И как нанести, они не знали удар по пророку саллаллаху. Он сказал, пусть из всех племен, из каждого, каждый ударит, и тогда не будет мести. То есть он советы давал, да, в виде, вот. Поэтому Иблис сам, он принимает различную форму, да, вот, различную форму, и джинны из числа шайтанов, они также могут принимать различную форму. И одна из форм, вот как сказал хадис, переданный из Аби Абдир-Рахман, каля Алию аммаль джин, фама кад аррафтум хияль джин, аммаль джинну фахия килябуль муаиба, да? То есть как узнать, что джин перевоплотился, ну, в животное, допустим, да? И здесь говорится о том, что если собака, допустим, или животное какое-то появляется, и она имеет нехарактерные признаки. Маиба это, то есть недостатки, да, определенные, да, обычно черного цвета, как на это указывает наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, анна муруруль кальбиль асват яктау салату факиля лаху ма баля ахмар миналь абьяд миналь асват факаля кальбуль асваду шайтан, да, это передано от хадис, да, от пророка саллаллаху алейхи вассалям. То есть, если кто-то читает намаз и переходит, мешает намаз читать, собака, если ее цвет черный, то это есть шайтан, да. Но я приведу такой момент. Однажды мы сидели в одном месте с устазами, и были там арабские шейхи, так называемые, да, из Арабских Эмиратов один был большой шейх, и, значит, мы сидели, разговаривали, и как раз уже солнце зашло, уже после Магриба, да, после шам намаза это было, вот уже чуть-чуть время, сумерки, и в это время, значит, он так остановился, шейх, и говорит, смотри, унзур, хаза хуа аль-шайтан, унзур.
И вот так мне глазами, я не понял, вот начал смотреть, он говорит, смотри, смотри, вот это и есть шайтан, смотри, говорит. Я начал смотреть, я вот так первый раз в жизни, понимаешь, аномалии какие-то в жизни, запоминающиеся моменты. И вот рядом буквально с нами проходит черная собачка, да, и она вот так идет, как будто, да, но ну, так собаки не ходят, да, как будто робот, да, она вот идет вот так, да, вот так, а в это время у нее вот такое ощущение, бывает же, у нас такой немного страх и ощущение, как будто это не собака, это как будто что-то человек, и он вот идет, и как человек начинает вот так слушать нас, что мы про него говорим, да, и вот так поворачивает взгляд, а у него вот глаза, и здесь глаза еще, но это не глаза, на самом деле у него здесь этот, как гной идет, да, такой, гнойнички вот так текет, да, и как глаза, 4 глаза как будто, да, и вот он маленькая такая черная собачка, он идет, и как только он сказал, аузу билляхи минаш шайтанир раджим, ван яхдурун, прибегая к Аллаху от проклятого шайтана, и чтобы они появлялись, он на нас вот как резко повернулся, вот эта собака, да, вот так, и вот так оскалилась, так, вот так, да, и пошла, и быстро-быстро за забор начала заходить, за угол, да, как бы, да, но она шла не как собака, то есть как будто человек, вот так, да, вот так. Мы побежали с камнем, раз, заворачиваем, а там поле и чистота, и ничего нет, ни собаки, ничего нет. И не показалось, если бы один кто-то был из нас, можно было сказать, ну, может быть, галлюцинация, но нас-то человек 5-6 сидело, то есть вот примерно, да, такие моменты есть. Аномалии они есть. Потому что в жизни из вас кто-то встречал или встретит определенные странные события. Допустим, когда мы читали на мальчика, в которого джин зашел, да, читали на него, то на кухне, допустим, читаем в одной комнате, а на кухне никого нет, и предметы сами, они летали в воздухе. Предметы. Понимаешь? Для того, чтобы навести, может быть, страх на читающих, да. То есть джинны, они поднимали предметы в прямом смысле, вот так, предметы, представьте, чашки, ложки вот так летают по всей кухне вот так, в невесомости, да, а потом одна чашка как прыгнет, короче, ну, как будто ее вот так, и об стену вдребезги, да, вот, то есть об этом, в принципе, говорить, ну, некоторые верят, некоторые не верят, но, как говорится, это на каждого, да, вот. Итак, если мы спрашиваем вопрос, а где живут джинны, да, вот, где они живут, то есть я так скажу, что джинны мусульмане в основном, да, они, конечно, живут в разных местах, да, в основном это, как я уже говорил, это могут быть дома, чердаки, заброшенные дома, крыши домов или кроны деревьев, но чаще всего, если это на природе, то в пещерах в одиноких, да, в разных местах. Но это в основном чистые места. Бывает даже в разных местах, рядом с человеком бывает даже живут, да? Вот. Но шайтаны из числа джиннов, они, как правило, любят самые грязные места, то есть места фитны. Это в основном бани, это туалеты уличные, это базары, это скотобойни, там, где есть гнилье, где наджас есть, где есть обман, лицемерие и так далее, вот, то там это их, как говорится, базар, это их храм, там, где обманывают в основном, да, вот. Также на кладбищах есть, живут, поэтому наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не рекомендовал, и это является запретным, спать на кладбищах, да, или читать на кладбищах. Также желательно не сидеть там, где заканчивается тень, да, допустим, да, тень, имеется в виду, вот между тенью и это, потому что это место шайтана. Но самое главное, иблис, ля'аналлахи алейхи, шайтан, он живет, его трон находится в море, над водой. На это есть конкретные хадисы. Вот здесь баянуль масакину джин, да? Вот. Ан Зейду ибн Аркам, ан Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, кала, инна хадихил хушушуль, извиняюсь, вот, фаида ата ахадукум халяа,
فَلْيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. Когда кто-нибудь заходит в туалет или в грязное место, в основном в туалет, да, а само это уличные, где наджис есть, да, вот. Пусть говорит, сказал наш пророк, саллаллаху, Аллахума, Всевышний Аллах, инни ауду бика, прибегаю к тебе, миналь хубуси валь хабайс, от зла женского и мужского пола шайтанов, джиннов, да, из числа джиннов. Вот. Также, допустим, когда мы заходим в дома, то мы должны говорить бисмилляхи рахман рахим. Когда мы кушаем, мы должны говорить бисмилляхи рахман рахим. Да? Почему? На это есть хадис. И наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, тот, кто перед входом домой не говорит бисмилля и заходит, с ним заходит шайтан. Когда мы кушаем, не говорим бисмилля, то у нас наш рызк, можно сказать, ворует шайтан. Да? Ест от этого. Но тот, кто, бывает, забываешь, кто вспомнил, пусть скажет бисмилля фи ауалихи ва ахирихи, да? А бисмилля от начала до конца. Когда иблис хочет зайти в дом, и человек забывает, допустим, сказать бисмилля и заходит в дом, он говорит, у нас есть ночлег сегодня. Когда человек забывает, говорит бисмилля и кушает, он говорит, у нас есть и еда сегодня, ужин. Но когда человек говорит и то, и другое, он говорит, мы лишились и ночевки, и, как говорится, почему это важно? Вы знаете, все мы ходим в разных местах. Бывает, у кого-то дома даже есть джин, шайтан, да, вот албарсты мы называем. Кто-то где-то ночует в других, у гостей, в гостинице, да, а в гостиницах разные места. Понимаете? Поэтому к нам иногда с нами ходит джин, да? Особенно в больницах, там, где боль, где операция делают, где боль есть, боль, крики, они любят, они питаются этим, они радуются, когда человеку больно, да? То есть там их много собирается. И поэтому, когда заходите домой, чтобы с собой не привести, как говорится, ночного гостя, всегда говорите бисмилля, да? Всегда читайте Коран, допустим, да, дома. Азан, они боятся азана, да, в основном, дома, очищайте дома свои. Особенно есть специальные дуа, когда мы заходим на базар, особенно. Когда мы заходим в туалеты, да, когда мы выходим в фирли, да, Господи, прости меня, да, допустим, заходить с левой в туалет надо ноги, с левой ноги, а выходим, когда с правой наоборот, да, этим самым мы путаем джиннов. Просто есть действительно один даже видео, например, один шейх разговаривает как бы с джинном, я, если не ошибаюсь, и тот говорит, что мы не можем, говорить, да, допустим, в туалетах нападать на тех, кто говорит, дуа сказал, потому что мы их не видим. Мы становимся слепыми. Понимаете? Мы не видим джиннов, но они видят нас. Но когда мы говорим, произносим и заходим в туалет, да, Аллахума аузу бика мин хубуси валь хабайс, то Аллах закрывает нас, парду ставит перед ними. Парда, то есть занавес. Они не могут нам навредить, понимаете? Вот. Поэтому очень много таких моментов, которые, конечно, надо знать, допустим, да? Вот. Здесь также некоторые спрашивают, да, можно ли иметь контакты с джиннами, да? Вот если, например, выходит мусульманин, даже джин, и можно ли с ним разговаривать. Есть такие, даже среди молодежи и так далее, кто вступает в контакт с джиннами. Вот. Это запрещено шариатом, потому что у нас Аллах создал для нас мир. Вот он. Мы не должны вмешиваться друг к другу в мир. У них параллельный другой мир. У них свои дела, у нас свои. У них свой спрос, у нас свой. То есть нельзя ни в коем случае смешиваться. Да? Вот. Бывает кто-то, например, если только дает дават или призывает джиннов к исламу, это другое дело. Я видел некоторых шейхов, которые помимо призыва к исламу людей, они также призывают и джиннов. Да? То есть, когда сидишь, он, например, говорит, как сейчас я веду урок, он говорит, и раз поворачивается наверх,
и начинает говорить, например, аяты Корана и приказывать идти делать дават для шайтана, тех, кто не пришел еще в ислам, да? А в это время начинает вот это все хлопать, двери, окна, лампы вот так качаются, да, вот так все, да, то есть все в движении происходит, да, само по себе, да, потом все застывает и все, значит, они ушли призывать других джиннов. То есть это из числа мусульман. То есть человек тоже может призывать из числа, потому что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал джиннов к исламу. И из них уверовало, потому что мы слышали удивительный Коран, да? Суратуль Джин читайте, да? Вот. То есть они услышали, уверовали. И если они уверовали, то на них так же, как и на людей, ваджиб, что? Распространять слово Аллаха. Вот. А контакт вступать с целью договора или так далее нельзя никому. Потому что среди них есть те, кто обманывают, есть много шайтанов. И, как правило, многие, кто называют себя гузячик, или табиб, или еще кто-то, кто именно говорит, что у меня есть дух, или арвах, да? Или ангел, или еще кто-то, кто мне помогает, кто мне шепчет, кто мне рассказывает, кто мне дает информацию, это все контакт с шайтанами, из джиннов, из числа джиннов. Потому что это очень опасный контакт. Потому что эти люди, они, значит, практикуют запрещенные вещи, то есть черную магию и сихр. Вот. Исламом это запрещается, потому что это приводит к ширку и к заблуждению. То есть наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда его спросили о тех, кто говорит будущее, он сказал, тот, кто, да, спросили о гадалках и предсказателях, он сказал, нельзя ходить к ним. Молитвы того, кто обращается к предсказателям, кто гузачик идет, или кто тюльгот кидает же, будущее говорят, кто к ним ходит, они не будет приниматься молитва 40 дней, да? Это минимум, но они участвуют в ширке, те люди, кто ходят, да, к ним или спрашивают, вот. То есть, я так скажу, когда человек, да, хочет приблизиться, иметь контакт с джиннами из числа шайтанов, дьяволами, да, то бишь, да, то он приближается только посредством куфра своего или ширка. То есть он делает определенные клятвы, определенный договор, определенные, значит, действия, которые должны показать, он должен показать, что его хозяин является не Аллах, субхану ва тааля, а шайтан. Да? То есть показать этим, да? То есть поклониться, можно сказать, да? Иблису или другим джиннам из числа шайтанов. Вот. То есть он, по сути дела, это является ширком. Потом мы об этом тоже скажем, хукм какой по шариату для колдунов, да? Вот. То есть я так скажу, что среди людей существует иногда ложное поверье, да? Что иногда, допустим, от джиннов, от шайтанов защищает 100% определенные, ну, как бы, я бы сказал бы, тумар, допустим, да, или ножик под подушку вложить, да, и так далее. Это не так, нет. Самая лучшая защита, потому что это даже то, что кто так делает, он немного себя обманывает, то есть он больше полагается тогда на только тумар или на ножик, да, когда это все созданное. Надо полагаться на Аллаха, на Создателя. И на то, что Он дал нам, да. Аллах Субхану ва Тааля через пророка нам дал что? Дал сунну и дал Коран. То есть Коран это аяты Корана, аят аль-Курси, суры различные, там Ихлас, Фаляк, Нас, последние 3 суры Корана, а также рукья называется, есть определенные как молитва, да, как дуа, или их называют рукья как заклинание, да, но оно шариатское, да, там нету ширка, там наоборот полагание на Аллаха Субхану ва Тааля. То есть только посредством этого можно защититься. Потому что тот, кто начинает придумывать другие способы, или, например, лечить колдовство колдовством, такие есть тоже. То есть у него есть колдовство, он идет к гузячик, и на него она еще колдует, то есть колдовство на колдовство получается.
То есть это еще большее заблуждение, это ширк даже, да, идет. То есть в нем нету пользы, а только вред. Вот. Хочу сказать, как вредит обычно сатана, шайтаны. Помимо того, что они могут чисто произвольно нападать во сне, допустим, да, также сатана, иблис, приходит через страшные кошмарные сны. Потому что сны делятся. Есть, допустим, каламбур называется, то есть то, что вы запомнили, а потом это вам иногда снится отрывками, да, то есть вы не помните сон. Есть сны, бушра называется, то есть в них благая весть, бушра, да, то есть это сны от Аллаха субхану ва тааля. Есть сны, вещи, которые видят и мусульмане, и неверующие. То есть в основном сны, касающиеся, допустим, смерти или смерти близкого. Это видят все, да, и будут видеть, потому что сны являются 1/4 часть пророчества, которая оставлена после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, всему человечеству. Видеть вещи и сны. Потому что вещи и сон является часть пророчества, пророческого дара. Но есть еще так называемый кабус. Кабус – это кошмар, да? Кабус на арабском. То есть кошмарный сон от сатаны, да? То есть нельзя ни в коем случае никому рассказывать страшный сон, да? Старайтесь после этого либо прочитать намаз, да? 2 раката, сделать дарат, да? Прочитать намаз, а также на себя прочитать. Или прочитать на воду, да? Вот. Или сказать «Аузу билляхи минаш шайтани раджим» на левое плечо. Это тоже сунна. «Аузу билляхи минаш шайтани раджим» 3 раза, да? На левое сплюнуть. Вот. То есть это все сунна, да? Вот. То есть вот примерно это то, чтобы не сбылось, да? Страшные сны, кабус называется, навеянное, да? Шайтаном. Вот. Теперь мы переходим к черной магии. Именно как они это делают, да? Потому что вся черная магия или сихр связана с действиями именно с привлечением параллельных сил, то есть именно мира джиннов из числа шайтанов для того, чтобы сделать это, да? Вот, магию. Кстати, насчет трона, извиняюсь, аршу шайтан, да, где находится. Некоторые спрашивают, где именно находится. Об этом мы не можем знать, точное место, но факт, что он находится над водой, да. И вот есть хадис. Ан Джабир ибн Абдулла каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ли ибн Саид, да? Матара, ты видишь, спросил пророк, каля ара аршан аляль маа ва аляль бахр, ау аляль бахр, хавляхуль хаят. Спросил пророк, ты видишь? Он сказал, вижу трон над водой или над морем, но вокруг этого трона змеи, много змей, да? Каля Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, зака аршул иблис. Это есть, сказал наш пророк саллаллаху алейхи вассалям, это есть трон сатаны, иблиса. Да? Поэтому мы не можем говорить, некоторые говорят, это Бермудский треугольник. Но это всего лишь гипотеза. Да? Мы не можем говорить, где, откуда, как. Да? Но приблизительно это вот общая такая, да, информация. Теперь мы переходим, значит, непосредственно к так называемой обрядовой магии. Да? Обрядовая магия. Почему она так называется? Потому что есть некоторые, кто практикует черную магию, ну, они как бы связывают это с астрологией, да? То есть у них это более... А обрядовая, это называется народная. То, что самое проблемное, она распространена у нас. В Кыргызстане, в Центральной Азии в целом. Обрядовая называют. То есть та, которая непосредственно, ну, как бы сказать, напрямую связана непосредственно с использованием джиннов. Я просто приведу пример. Обрядовая магия, как ее называют, ее иногда называют вот такими красивыми словами, да, чтобы скрыть колдовство.
Раньше, я помню, некоторые говорили, некоторые Чол Молдо, да, Чол Молдо называли. Чол Молдо это тот, кто мог, допустим, сделать что-то, да, такое необъяснимое, да, вот. И этот Молдо, значит, прочитал какую-то книгу. Эта книга, она тайная, да. Эта книга тайная, и она дает много знаний об определенных вещах. Я никак не мог понять, что это за книга и так далее. И один раз мне попала книга. Она написана где-то, может быть, 17-18 век, рукописная книга, да, вот. В основном на персидском языке, потому что у нас в Центральной Азии, в Кыргызстан, Узбекистан, Ферганская долина, в основном писали вот книги рукописные, они вот по углам, по этим, да, там стихи, да, допустим, прославление пророка Мухаммада, саллаллаху шли, да, вот, касида называлась. Слышали, что вот Чол Молдо это тот, кто прочитал касида. Касида на самом деле на арабском переводится стихотворение или поэма, посвященная, восхваляющая пророка Мухаммада, саллаллаху, да. И я не понял, я посмотрел, касида действительно про пророка, саллаллаху, и где-то вопросы по фикху даже шли, да, по ханафитскому. Начал листать старинную книгу восхваления пророка, саллаллаху, касида она называется, да? И вдруг увидел между страницами что-то странное, какие-то квадратики, какие-то крестики, какие-то таблицы, да? Какие-то Дж, М, Ф, допустим, да? И начал, и на арабском что-то, на персидском написано. Я нашел, тот Молдо знает персидский язык, потому что на арабском, это не на арабском, да? Он начал читать и говорит, аузу билляхи минаш шайтанир раджим, аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Я говорю, а почему? Молдо, он еще эски Молдо, стар, вот еще советского времени Молдоки, уже Ахсакал. Он говорит, он мне прям переводит, говорит, это, говорит, сихр, колдовство. Написано, как сделать, чтобы мужчина и женщина ненавидели друг друга, разлучить мужа и жену. Как сделать, чтобы женщина бегала, ну, как бы, мужчиной, да, ну, соблазнить женщину, да? Как разлучить мать и сына? Как сделать женщину, чтобы она не рожала? Как сделать то-то, 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 и везде описывается, он мне прям прочитал, я в курсе, как это делается, да, просто в памяти осталось. Но там куфр, слова даже, куфра есть. И между страницами про восславление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, касида. Вот, оказывается, что такое было касида. Иногда, если говорили, что Молдо, у него есть знания, понимаете? То есть вот эти, если мы смотрим на аяты Корана, смотрите, я вам переведу. Суратуль Бакара, да? Вот. Вот. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. И они, люди, научились у Харута валь-Марута, двух ангелов, как они были как фитна для людей. Ма юфаррикуна биги байналь мар'i ва зауджи. Как разлучать между мужем и женой. Сихр. Понимаете? То есть поэтому у нас в наших странах обрядовая вот эта магия, она на самом получила очень сильное распространение среди народа под видом мусульманской якобы что-то, каких-то моментов, да, потому что ни один колдун не скажет, что он колдун, или что он кафир или мушрик. Все они говорят, что мы лечим, у нас есть связь, или у нас есть знания некие из зеленой так называемой или из синей книги. Но когда вы начинаете изучать, как это делается, вот здесь уже возникает очень страшная картина. Давайте рассмотрим, да, ритуал причинения порчи, допустим, да, конкретному человеку. Самый обыкновенный его механизм, да, то есть обычно колдун как делает? Он создает ритуальную обстановку, то есть обязательно, чтобы в комнате было темно. Многие гозачик или табибы говорят, надо, чтобы пришел дух наш лечить,
надо, чтобы было все завешено, и мы зажгем шам. То есть свечки зажгут, да, там соломинки там, и так далее. Но смысл такой. Ритуальная обстановка, она должна быть темная, то есть темнота, потому что джинны, шайтаны, они не любят свет. Они, наоборот, ночью что делают? Ночью живут, днем спят. Понимаете? Наоборот, да? Днем они живут, спят, ночью они бодрствуют. Вот. А потом, значит, такой момент, что некоторые не замечают, но когда вы заходите в дом, кто практикует черную магию, колдун, да, то там аура сама тяжелая, да? То есть сырость раз, затклость и запах чуть-чуть такой, плесневелый как будто, да, с гнильцой. То есть почему? Потому что они часто используют определенные вещи, которые, как бы сказать, тухлое яйцо, гнилое мясо, потому что джинны, шайтаны, они любят это, они любят наджас, да? Сами колдуны, они тоже не делают, они ходят без гусла, да? Без гусла ходят. То есть они не берут омовение и стараются, чтобы сам, кто приходит, заказчик, когда они делают что-то, чтобы также был в ритуальной нечистоте, потому что тогда будет лучше совершить, да, вот этот, вот. То есть проблема в чем? Они, когда делают, да, допустим, перед колдовством, они желательно, чтобы они свою одежду обычно пачкают наджисом, наджис, да, и когда делается магия, черная магия, да, или порча на смерть, допустим, это порча на смерть, да, обычно используется из земля из свежей могилы. Именно в то время, когда человек еще не превратился в скелет, когда находится на стадии начала разложения. То есть первые 40 дней у человека начинает у трупа внутренности, да, внутри живота, да, все это начинает это. И именно в это время она вот используется, земля такая, да, то есть наджис в начале, да, а потом она очищается, земля. Второе, когда человеку делают омовение мертвому, когда умершего гусул делают, мы моем омовение умершее тело, то в это время некоторые стараются получить воду эту. Поэтому старайтесь, когда делают омовение, сразу воду подальше сливается. Никаких личных материалов и так далее. Самое сильное также брать с человеческого человека тело какую-то часть. Это волос, зуб, ногти, допустим. Поэтому по сунне, когда мы стригемся, мы это не выбрасывать должны. Да? Мы это должны зарывать или подальше, чтобы другим не попало. Это безопасность. Почему? Что это научно все. Ваши волосы, ваши ногти содержат данные вашего ДНК. Понимаете? Ваша моча и так далее. То есть это на все это делать. Джинны, шайтаны, они есть разные. Потому что сначала она начинает делать с одним джинном, шайтаном, а у него подчинение еще 5-6. Некоторые работают как собаки. То есть запах тогда, человеческое личное белье, оно находит, джин, шайтан находит вас по запаху, как собака, да? Есть на воздух делают, есть на землю, есть на воду, есть там на разные виды, да, на фотографию там и так далее, да, на куклу делают даже, да, вот. Поэтому здесь очень нужно быть осторожными, да. Вот приведу, например, момент. Допустим, когда они, сама, как сказать, просто пример, процедура, да, для того, чтобы вступить в контакт, чтобы джинны, они как бы подчиняли и выполняли, да, определенный заказ, он должен сделать куфр, правильно, колдун? Они как делают? Они делают, это везде написано, но это на самом деле так есть. Есть определенная сура, такасур называется, да? Они ее наоборот пишут, наоборот, да? Задом наперед. К примеру, я привожу пример. Это в арабских странах колдуны. Потому что они наши-то арабские не знают колдуны, многие. А вот кто арабский знает, арабы, они наоборот делают это. И, в общем, это пишут из женской, в общем, крови, да? Такое. Бывает Коран даже. Они мусхаф, полностью Коран, да, они должны сделать акт блажемии. Блажемия называется, это осквернение Корана, да. То есть они привязывают к подошве и заходят в уличный туалет.
колдуны. То есть этим самым они делают акт куфра, да, полностью. И не только куфра, а именно в этом случае он удовлетворяется. В это существо черное, шайтан, иблис, он удовлетворяется. Но и при этом колдун, он становится зависимым. Не они ему подчиняются, а он подчиняется. Если он не делает зло, они его душат его всю семью. Да? Всю семью душат шайтаны. И поэтому он становится и кафиром, еще плюс зависимым, который обязательно должен делать куфры постоянно. Понимаете? Опасность в чем? То есть вот это вот, они говорят еще мольбу, обращаются не к Аллаху субхану ва тааля, колдуны, а именно иблису, именно джиннам из ифритов, да? Разный колдун по-разному, у них каждый есть виды разные, да? Магии. Мы это будем изучать когда. Вот. То есть, как я уже сказал, здесь я уже не буду входить в подробности, потому что здесь имеется в виду не для вас, да? Не стоит это. Потому что как бы это... вот, смотрите, теперь, кто делает ответственность за магию, шайтаны, кто делает сихр, именно, вот смотрите, он наводит на человеку порчу, вот через порчу эту человек пьет или подбрасывает землю ему, да, или еще что-то, ну, на человека. На самом деле, к колдовству привязаны джинны. Понятно? Они их привязывают, джиннов. То есть человек, когда у него под порогом земля, он наступает на землю, или там не знает, что с ней делать, или выпивает, или съедает что-то, к нему попадают джинны. Потому что джинны привязаны к этому. Они становятся рабами лампы, да, но рабами определенного колдовства. Если они не подчиняются или не делают это, то есть еще один джин, шайтан, да, который мучает их, чтобы они это делали. То есть, как бы, после того, как джин ослушался колдуна, допустим, то он посредством чтения, называется калимату шаркия, да, ширк, да, делает, или обрядов, он к голове шайтанов обращается, ифрит, виды ифрита, да, которые, как бы, ну, сильные очень шайтаны. И они начинают наказывать этого джина, который отказывается выполнять, да, поручение, или неправильно его делать, недостаточно силой, да, вот. Поэтому отношения между колдуном и также те, кто он подчинил шайтанами, они всегда вражда между ними. Колдун, человек, он боится их и не знает, как от них избавиться, а те не дают ему покоя, понимаете? То есть замкнутый круг получается. Поэтому он обычно, вот кто занимается колдовством, колдуны, джинны, они причиняют вред из числа шайтанов его детям, колдуна, и ему самому, и его семье всей. Вред. То есть каким образом? Обычно детям, жене также, да, имуществу вредят, да. Сам, например, колдун, он нормально не может спать. Его то же самое душит. Если он не делает колдовство, не делает куфр дальше, его то же самое они мучить начинают. Вот. И один вид магии даже есть, когда, если ребенок у колдуна, есть колдовством, кто занимается, когда ребенок имеет определенные физические недостатки, то джин входит в него, ифрит, в ребенка. И колдовство он делает и общается с джином посредством своего ребенка. Вся магия происходит. Даже такие есть. Конкретные примеры даже, да, есть. Вот. Ну, здесь как можно определить колдуна? Во-первых, признаки его – это внешний вид. Некоторые, как говорится, это не обязательно, помните, я говорил, черные тяжелые глаза, да, и так далее. Обычно неприятно рядом находиться, очень тяжелая такая аура, где появляется колдун, с ними идут джинны, шайтаны. Там начинается фитна, то есть ругаться начинают все, ссориться между собой, да, допустим, и так далее. Там, где джинны, они обычно толкают людей на ссору, на смуту. Вот. Потом также колдун может иметь определенный дефект тела. Потому что те, кто занимается черной магией, это не просто же так, это проклятие. Аллах, сколько людей проклинает, дуа делают. Или отчитывают, ему возвращается это все иногда. Он не может дышать, не может спать, да? Иногда у него косит рот. То есть рот,
или глаза, лицо как косится, либо его вот так сводит, что-то сводит, да, у него сохнуть начинает, да, вот, сохнущая рука, рот перекошенный бывает, да, вот. Также колдун, его поведение, его разговора. То есть обычно он в темноту спрашивает, когда вам хочет лечить, он говорит, мен вот gözü açık, туда-сюда, я вас вылечу, но хочу и знать, вот, сиденными, мама, как его, вашу маму как зовут? По матери, не по отцу, по матери, мать спрашивает, да, вот. Потом также просит, допустим, принеси мне, допустим, чай, да, принеси мне, если есть возможность, фотографию, да, или волос, да, или что-нибудь с одежды, кусочек одежды. Вот если кусочек одежды волос, это уже ясно, да, вот. Также, говорит, надо вот кишине мындай кой сош керек или ток сош керек, да, но принести в жертву барана или курицу обычно черного цвета просит. И убивает ее не по-мусульмански, обычно душат, да, или мучают, да, допустим, потому что на самом деле это предназначено не Аллаху Субхану ва Тааля, а шайтанам. Вот.